Друзья, приветствую всех. Мы все читали трагическую новость о гибели в Ставропольском крае ветерана специальной военной операции, участника программы «Время героев» Заура Гурциева. И мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Заура. Сегодня в интернет-пространстве распространяются следующие видеоролики, которые я вам сейчас продемонстрирую по следам гибели Заура. На первом видеоролике губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович. В городском дворе еще предстоит выяснить. Новость про жестокое убийство заместителя мэра Заура Гурциева стала шоком для всех нас. Герой СВО погиб не на войне, погиб в мирном Ставропольском крае. Как боеприпас оказался в городском дворе, еще предстоит выяснить следствию. Но то, что убийство совершено представителями одного из кавказских, скажем так, этносов по мотивам личной вражды и мести, уже очевидно. Чеченский след в убийстве Заура Гурциева, основная версия следствия. Покажу вам следующий ролик. Добрый день! Мы соседи жестоко убитого сегодня героя Заура Гурциева. Хотим обратиться к вам всем, потому что полиция и все остальные замалчивают страшную правду об убийстве нашего ветерана. Правду, которая хорошо известна нам, его соседям. Мы хорошо знали Заура. Это прекрасный, добрый человек, но и человек с тяжелой судьбой. И человек, у которого были враги среди чеченцев, еще со времен его службы. Подписываются в телеграм-каналах, различных платформах интернета эти видеоролики, значит, следующим образом, что у Заура Гурциева были проблемы, конфликты с представителями Чеченской Республики, что соседи, они в последнее время видели представителей Чеченской Республики во дворе, где проживал Заур, и так далее. Одним словом, направление, вектор понятен. Что я хочу сказать? Значит, мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта. Мы многократно рассказывали, я в частности рассказывал моим подписчикам, интернет-пользователям, какие возможности и деструктивные, и позитивные, в зависимости от того, кто использует эти инструменты, какие возможности открывает искусственный интеллект. Так, вот эти видео – это продукт генерации искусственным интеллектом. Сейчас я вам продемонстрирую оригиналы этих видео. Первое видео губернатора Ставропольского края. Мальчика загрызла стая собак. Сейчас там пытаются обвинить. Это видеообращение губернатора Ставропольского края 2023 года по поводу инцидента, когда стая собак загрызла мальчика. Следующее видео, где якобы соседи Заура Гурциева сообщают, что представители Чеченской Республики имели какой-то конфликт с ним, что они видели во дворе и так далее. Это видео тоже от 2023 года, 13 июня, от оригинала. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители города Королев, Московской области, столицы космонавтики. То есть это жители Московской области, они обращаются к президенту страны, и, соответственно, как мы видим, данные видеоролики, которые я вам продемонстрировал в самом начале, это искусственный продукт искусственного интеллекта. Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым. Так что, друзья, в очередной раз всех призываю быть бдительными, не доверять анонимным источникам информации, не доверять всякому контенту, который попадается под руки в интернет-пространстве. Мы понимаем, какие объемы, какие потоки информации
и в условиях отсутствия информационной гигиены, как говорится, в условиях отсутствия избирательности в выборе источников информации, наши враги, сатанисты всех мастей, они смогут нас ввести в заблуждение, если мы не будем придерживаться вот этих понятий, как информационная гигиена. Ведется масштабная работа в попытке сформировать, значит, общественное мнение, которое бы отвечало интересам, целям, задачам этих сатанистов. Как мы видим, предпринимаются агрессивные попытки разжечь межнациональную рознь, расшатать межнациональную, межконфессиональную стабильность в нашей стране, натравить представителей одного этноса на представителей другой национальности. Эти попытки, они каждый день предпринимаются, значит, предпринимаются на профессионально высоком уровне, и среднестатистический интернет-пользователь, любитель, скажем так, он, если мы не будем предостерегать от этого, он может как раз-таки подвергаться вот этому вот влиянию вот этих деструктивных информационных потоков. Друзья, не доверяем дипфейкам, доверяем только официальным источникам информации. Как мы всегда отмечаем, в Чеченской Республике в журналистском сообществе работают около 1000 сотрудников. Все они представляют разные районы, разные населенные пункты Чеченской Республики, разные фамилии, семьи, тейпы. Это часть нашего общества. Мы работаем для того, чтобы транслировать, доводить до вас только объективную информацию, и мы показываем и публикуем для вас информацию, которую мы можем обосновать в любой момент. Мы призываем получателей нашей информации обращаться к нам. Мы приветствуем обратную связь посредством интернет-платформ. Кроме того, мы сами, все наши СМИ, они находятся в центре города Грозный. Любой человек может приехать, постучаться, зайти и спросить, какое обоснование, какая доказательная база у вас имеется вот к данному репортажу или к данной статье. Мы с удовольствием приведем обоснование и доказательства, потому что мы гарантируем объективность транслируемой нами информации. И мы представители из этого общества. Кроме того, когда человек-сотрудник находится на рабочем месте, в конце рабочего дня все представители, информационщики журналистского сообщества республики, все они разъезжаются по домам, в разные уголки нашей республики, в разные населенные пункты. У них есть соседи, родственники, односельчане. Обращайтесь к ним, когда к нашим представителям СМИ, обращайтесь, когда они дома находятся, когда вы видите на улице, когда на работе. В любое время, 24 часа в сутки, мы готовы гарантированно обосновать любую информацию, которую мы вам транслируем. Потому что у нас задача не давать вводить вас в заблуждение различным сатанистам. Наша задача обеспечивать вас правдивой информацией оперативно и качественно, доводить до вас всю полную информацию о происходящих социально-политических, значимых любых мероприятиях, тенденциях, предпринимаемых мерах руководством республики, о всем, что происходит в нашей республике. У нас такая задача, потому что мы часть нашего общества. Так что, друзья, не доверяем непроверенным источникам информации. Ахмад Сила, Погода.